В декабре исполнилось 100 лет со дня образования СССР. В марте традиционно отмечается День советизации Абхазии. Мероприятие в Доме Москвы объединило обе эти даты. На церемонию вручения наград были приглашены бывшие партийные и комсомольские руководители, внесшие вклад в развитие советской государственности. Весьма символично, что это мероприятие проходит в стенах Дома Москвы, так как Москва являлась столицей Советского Союза, центром притяжения и объединения народов, проживавших на территории СССР. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить ваши заслуги перед советским государством, его многонациональным народом и, прежде всего, перед Абхазской автономной Советской Социалистической Республикой. Без сомнений, ваш вклад, ваши заслуги являются достойным примером для молодого поколения, и, безусловно, молодежи Абхазии есть на кого равняться. Выступавшие отмечали важность сохранения исторической памяти и передачи советского опыта молодым поколениям. В годы советской власти были заложены основы государственности Абхазии, развития ее национальной культуры и абхазского языка. Долгие годы мы шли одним путем с русским народом и другими братскими народами Союза СССР. В тяжелой кровопролитной борьбе был сломан хребет германскому фашизму. В послевоенные годы был создан мощнейший оборонительный потенциал. Советский человек первым полетел в космос. Советский человек уверенно смотрел в будущее. Множество талантливых людей из народа получило высшее образование. К достижениям советской страны был непосредственно причастен и абхазский народ. Советская инфраструктура, многое из того, что было создано в те годы, непосредственно служит нам и в наши дни. Приветственное слово от лидера КПРФ Геннадия Зюганова зачитал первый заместитель председателя Компартии Абхазии Астамур Матуа. Мы всегда готовы представить братское плечо нашим товарищам из Коммунистической партии Республики Абхазия. Народы России и Абхазии – верные союзники. Наши страны – стратегические партнеры. Россия оказывает существенную финансовую помощь Абхазии, и абхазские воины активно участвуют в специальной военной операции на Украине. Контакты по линии коммунистических партий стали хорошей традицией. Прошлое можно оценивать по-разному, однако у истории не бывает однозначно хороших или плохих времен. И в Советском Союзе разные были моменты, которые когда-то воспринимались по-своему, сейчас другой взгляд на них. Страна жила трудом, вся страна жила ради великой цели. И в какой-то момент что-то пошло не так. Благодаря, конечно, в первую очередь усилиям Запада. Но я хочу подчеркнуть, что мы собрались сегодня, чтобы наградить людей, которые свой интеллектуальный потенциал, свой управленческий потенциал, свою жизнь, свое время вкладывали в эту страну, в ее процветание, в ее развитие. И это ее развитие и процветание, и те основы государственности, о которых мы говорим сегодня, были заложены благодаря тому, что мы были едины. В конце мероприятия бывшим советским руководителям были вручены памятные медали, учрежденные ЦК КПРФ. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.